Культура – это память человечества о самом себе. Моршал Дашук, наши уважаемые зрители. Мы рады приветствовать вас на телеканале Магаз. В эфире программа «Культура». С вами Лиза Барахоева. Главные темы выпуска. Мама, мой ангел-хранитель, руки – это крылья твои. В океане житейских событий мы навеки все связаны нитью маминой светлой любви. Праздник души и сердца в Театре юного зрителя чествовали День матери. Строгановская школа имеет очень давнюю историю. И приятно отметить, что в истории Строгановской школы достойное место занимает и наш первый профессиональный художник Хаджибекар Бачиевич Ахриев. Искусство, история, инновации – эти темы стали центральными на крупной международной научной конференции в Москве. Ингушетию представила Зайнеп Зарахова, заместитель директора Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Вне времени, эпох и расстояний щедрый дар Владимира Некрасова украшает Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии. В Ингушском государственном театре юного зрителя с особой торжественностью прошел праздничный концерт, посвященный одному из самых светлых дней в году – Дню матери. Мероприятие собрало важных гостей и продемонстрировало глубокое уважение общества к роли женщины-матери. Артисты Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева исполняли композиции, каждую из которых можно назвать гимном материнской любви. Детство часто снится босоногое, руки мамы и глаза родные, и улыбка та, что сердце трогала, и заботы детские смешные. Снится дворик наш, увитый гнездами, под гармошку старенькие песни, а над нами небо светит звездами, и как будто снова, и как будто снова, и как будто снова все мы вместе. Мама, мой ангел-хранитель, руки – это крылья твои. В океане житейских событий мы навеки все связаны нитью маминой светлой любви. Этот концерт – дань уважения тем, кто дарит жизнь, любовь и бесценное воспитание. Почетными гостями праздника стали главные герои дня – матери, жены и сестры. И родные участников специальной военной операции, чье мужество и терпение служат примером для всех. Также среди присутствующих были уважаемые педагоги и представительницы общественных организаций «Союз женщин России» и «Матери России», активно участвующие в жизни республики. В последнее время очень мало наши мамы смеются, все больше грустные глаза. Но мы их понимаем, идет СВО. Сегодня много было в зале матерей, вдов, многодетных матерей. И то, что сегодня вот такой праздник устроили для наших мам, это очень важно. Ингушетия давным-давно, в 2014 году, показала свое отношение к мамам. В Магасе на аллее матери находится единственный памятник, который установлен в честь матери многодетной, на которой написаны слова с Корана «Рай под ногами матерей». Пусть на несколько часов наши мамы забыли свои проблемы, свои трагедии и чуть-чуть порадовались тому, что происходило на сцене. Ну и хочется, конечно, нашим мамам пожелать, чтобы все были здоровы, чтобы ни одна мама не провожала своего ребенка в последний путь, чтобы наши братья, отцы, сыновья
мужья вернулись сегодня домой. А, конечно, тем, кто устроил концерт, огромная благодарность. Открывая вечер, председатель правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин зачитал теплый приветственный адрес от главы Республики Ингушетия Махмудали Калиматова, подчеркнув значимость этого дня. В нашей республике, где традиции почитания матери всегда были на первом месте, этот праздник особенно близок и дорог. День матери учрежден в России более четверти века назад. За эти годы он стал символом признания роли женщины в обществе. Материнство – это не только огромная ответственность, но и источник силы для всей семьи, для всего народа. Ингушские женщины всегда были хранительницами очага, носителями наших обычаев, языка и культуры. С особым трепетом мы вспоминаем матерей, чьи сыновья и дочери посвятили себя служению Отечеству. Их подвиг – это пример мужества и самоотверженности. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы ваши дети радовали вас своими достижениями, а дома всегда царило тепло, уют. Пусть в каждой ингушской семье будет мир, достаток, взаимопонимание. С праздников, дорогие женщины, матери, бабушки. Калиматов. Министр культуры и туризма Республики Ингушетия Залина Льянова в своем выступлении особо акцентировала: терпение и самоотверженность матерей являются неиссякаемым источником вдохновения для всего общества и мощнейшим фактором укрепления семейных традиций и духовных ценностей. Порадовала гостей насыщенная культурная программа, подготовленная Государственной филармонией имени Ахмеда Хамхоева. Сцена ожила под звуки мелодий, специально отобранных ко Дню матери. Весь концерт был соткан из музыкальных посвящений и пронзительных текстов, адресованных матерям. Каждое слово благодарности, восхищения, глубочайшего признания звучало как эхо бескрайней любви и уважения тем, кто дарит жизнь, оберегает и вдохновляет нас на протяжении всего жизненного пути. Шаханна сокоты ялычы бари гырхиле чыкса деш бесами хастыр асамука докыш юха асо иразиеш нана санана дашуенана вахарага Всем нашим мамам я желаю самое главное – здоровья, удачи, семейного благополучия, тепла. В общем, дал тухвах был войной. Вечер завершился проникновенными музыкальными композициями, каждая нота которых звучала как искренняя дань любви и безграничной благодарности матерям, оставляя в сердцах гостей светлые и незабываемые впечатления. В самом сердце столицы, в Москве, с 13 по 15 ноября состоялось грандиозное событие в мире науки и культуры – международная конференция, посвященная легендарной Строгановской школе. Это был уникальный форум, собравший ведущих экспертов со всего мира. И нам особенно приятно, что наша республика была достойно представлена на столь высоком уровне. В нашей студии сегодня непосредственные участники, ключевой спикер этой конференции, заместитель директора Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева Зайнеп Магомед Тагировна Зарахова. Здравствуйте. Но прежде всего поделитесь вашими впечатлениями и расскажите о вашей миссии на мероприятии. Да, вы знаете, действительно, в мире искусства произошло очень яркое, впечатляющее событие. Прошла международная конференция «Строгановская школа в истории мировой и российской культуры» в университете имени Строганова. Была подготовлена Российским государственным художественно-промышленным университетом имени Строганова, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, научно-исследовательским институтом Российской академии художеств. И событие это было действительно грандиозное. Оно собрало ученых, художников, мастеров со всей страны. Строгановская школа имеет очень давнюю историю. И приятно отметить, что в истории Строгановской школы достойное место занимает и наш первый профессиональный художник Хаджибекар Бачиевич Ахриев. В приветственном слове ректор Российского университета имени Строганова сказал о той огромной работе, которая была проведена
Строгановской школой. На первых этапах мы видим, что это было Строгановское училище. Мы потом слышим о Строгановской академии. Сегодня это Российский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова. Была проведена большая работа. Были подготовлены художники с мировыми именами. И сегодня по всей стране мы просто можем узнавать почерк тех, кто получил образование в этой школе. Здесь же выступали профессора и ученые из центральных вузов, из вузов других регионов. И мне тоже была отведена такая миссия от Ингушского научно-исследовательского института. Я приехала на международную конференцию и приняла участие в ней. Приятно отметить, что мне было дано слово именно в пленарной части, где я сказала о нашем первом профессиональном художнике. И сравнила Хаджибекара Ахриева для нас, для народа, с Ломоносовым. Имя Ломоносова в мире науки на всех устах. И имя Хаджибекара Ахриева, который вложил огромный труд и много сделал в сфере искусства и культуры, развития профессионального искусства для нашего региона. В этом году вашим институтом было организовано очень масштабное знаковое мероприятие. Это 130 лет со дня рождения Хаджибекара Ахриева. Пригодились ли эти материалы на форуме? Да, вы правильно отметили. В этом году Ингушский научно-исследовательский институт провел республиканскую конференцию «Этнографические мотивы в творчестве художника и краеведа Хаджибекара Ахриева в Горной Ингушетии». Мы отмечали 130-летие со дня рождения художника, мастера декоративно-прикладного искусства, декоратора, писателя, ученого, руководителя музея. То есть Хаджибекар Ахриев являлся личностью многогранной. И когда все это я представила на международном форуме, всем очень интересно было узнать эту личность еще больше. И на пленарном заседании я как раз-таки говорила о нашем Хаджибекаре Ахриеве. И рассказав о его разносторонней деятельности, я представила и материалы, изданные нами о Хаджибекаре Ахриеве, и потом по рисункам, которые были сделаны им в рамках работы археолого-этнографической экспедиции, подарила ковер музею Строгановской школы и сказала, что это вроде послания вашего выпускника Хаджибекара Ахриева через 100 лет Строгановскому университету. Конечно, это было принято с душой, и всем хотелось больше знать о нашем художнике, и это было очень приятно. Ну, получается, благодаря вам в университете имени Строганова теперь есть частичка Ингушетии. Это не только память, это еще и нечто материальное, что люди могут непосредственно увидеть, заинтересоваться нашей культурой, поскольку весь ковер, он соткан именно из нашего орнамента, очень красивого. Ну, конечно, верно? именно вот то, что было им зарисовано 100 лет назад. И вы знаете, как частица нашей культуры в лице Хаджибекара Ахриева сегодня и в музее представлена, так и частица Строгановской школы представлена в нашем регионе. Но вы немножко скромничаете сейчас. Получается, здесь не только творчество Хаджибекара Ахриева. Мне бы хотелось все-таки и вашему труду уделить внимание, поскольку непосредственно истингом занимались вы. И получается, здесь такая коллаборация, как бы память и Ахриева, и о вас, и о республике в целом. За что вам отдельное спасибо. Я бы о себе сказала бы меньше, но вот слова огромной благодарности и признательности нашим художникам, ученым, тем, кто были в первых рядах. И в числе первых, как и наш Хаджибекар Ахриев, в числе первых художников из Юга России, получил образование в Строгановском училище. В то время оно так называлось. Он учился в Строгановском училище с 1912 по 1916 год. Еще до Великой Октябрьской революции он получил образование и вернулся к себе на родину уже состоявшимся художником. Но вы знаете, когда я находилась в зале, общалась с многими учеными, которые приехали на международный форум и тоже рассказывали о художниках, об универсальности их творчества, я невольно все время сравнивала Хаджибекара Ахриева, который был таким многогранным, что действительно он был ярким представителем и замечательным выпускником Строгановской школы. Нужно отметить, что здесь же в рамках работы международной конференции, которая проходила 3 дня, и было более 130 участников и выступающих,
Были и известные ученые, и руководители вузов, и было общение и с руководителем Института этнологии и антропологии, и с руководителем литературного государственного музея. И мы тоже поделились с ними материалами о первом профессиональном художнике, о выпускнике Строгановской школы Хаджибекаре Ахриеве. Было приятно само отношение и сам интерес, который вызывал образ нашего легендарного художника. На вас лежала очень большая ответственность. Интересно, что больше всего впечатляло людей, когда вы рассказывали о биографии художника? Вы знаете, что впечатляло аудиторию и был такой живой интерес? Это то, что Хаджибекар Ахриев, родившийся в горах, с детства уже проявлял такой вот художественный талант в себе, окончил Владикавказское реальное училище, и он, зная абсолютно, что это его призвание, несмотря на то, что могло быть непонимание, ведь не все приветствовали и желание его там изображения какие-то делать, он оказался здесь, в Москве, в Строгановской школе, и получил образование. И во время перерыва подходили и спрашивали, ну вот каким образом человеку удалось все-таки собрать такую коллекцию, собрать и коллекцию зарисовок, и тех же орнаментальных разных мотивов, и те же этнографические мотивы и образы, которые он представлял в музее краеведения, а он был директором, и те же исторические события, которые он отражал в годы гражданской войны. И, конечно, они были очень приятно удивлены той огромной работе, которую проводил он здесь, уже в регионе. Ведь он был и участником гражданской войны, он передавал исторические события. Он, как один из лучших знатоков горной Ингушетии, был проводником археолого-этнографических экспедиций с 1920 по 1937 год. Иногда вот неправильные даты звучат, что вот в 1934 году его арестовали. Нет, конечно, есть материалы 1937 года сохранившиеся. К сожалению, в 1938 году его арестовали, позже, конечно, реабилитировали, но жизнь его просто прервалась, вот, когда он был в зените творчества и колоссальных знаний. Конечно, это была личность необычная, гениальная и очень глубокая. Спасибо вам большое за ваш труд, за такую полезную, важную, значимую информацию, которую вы донесли не только для жителей России, нашей страны, а также для жителей всей планеты. Я не побоюсь этого слова, поскольку конференция была международной. Удачи вам в работе, успехов, всего самого доброго. Спасибо. Вне времени, эпохи расстояний щедрый дар Владимира Некрасова украшает Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии. Это уникальная экспозиция, представляющая великолепную коллекцию живописи и графики советского и постсоветского периодов, передана в дар музею выдающимся меценатом Владимиром Ильичем Некрасовым. Она представлена в постоянной экспозиции. А в чем уникальность этих работ? В том, что здесь авторы очень точно передали дух того времени, атмосферу, архитектуру, само ощущение. Это время после войны, когда люди возвращались к жизни, это 50-е, 70-е годы. И каждый автор по-своему увидел то время, которое он хотел изобразить. То есть своего рода художники – это как фотографы. То есть они запечатлели то время, то ощущение, субъективно ощущение того времени. Мне нравятся очень многие работы, которые передают точный дух России, да, то ощущение. Вот одна из работ – это Щербакова «Портрет жены». Здесь он точно передал саму атмосферу леса, цветовая гамма очень точно передает, да, это начало весны, то есть здесь стоит его жена, очень красиво в наряде, да, то есть ромашки, это семьи, да, от русских женщин. Работы очень красивые, это работа, которая имеет огромное значение для нашего музея, это коллекция, которая будет в постоянной экспозиции нашего музея. Эта выставка – истинная жемчужина музейного фонда, радующая почитателей искусства самых разных возрастов и профессий. Она не просто украшает зал музея, но и открывает зрителю бесценное окно в историю изобразительного искусства 20-21 веков. Владимир Ильич Некрасов – один из крупнейших российских коллекционеров и щедрых дарителей, чья обширная коллекция живописи стала источником этого грандиозного дара. В фонды Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии переданы 79 произведений искусства, созданных
созданных плеядой известных советских и российских мастеров. Среди этих шедевров работы таких знаковых фигур, как Илья Глазунов, Михаил Кончаловский, Федор Захаров и многие другие, чьи имена навсегда вошли в историю отечественной культуры. Здесь представлено более 40 работ, то есть каждый может прийти и окунуться в тот мир, в тот период, когда мы можем воочию переместиться в другое время, увидеть другую архитектуру. У нас очень красивая работа есть, даже посвященная коррида. Мне она очень тоже нравится. То есть как автор передал точное ощущение борьбы, цветовая гамма, подача. Мы ждем каждого посетителя в нашем музее. Это постоянная экспозиция будет на постоянной основе. Проведем вам экскурсию. Мы рады каждому посетителю и будем рады вам просветить вас, познакомить с искусством русских художников советского и постсоветского времени. Выставка имеет колоссальное значение, обогащая культурное пространство республики и предоставляя уникальную возможность широкой публике от юных эстетов до искусствоведов познакомиться с богатейшим наследием отечественной школы. Разбудите свой талант. Детская художественная школа города Назрань, инновационная школа креативных индустрий, открывает двери для будущих талантов. Мы убеждены, творческие профессии открывают нашим детям безграничные перспективы. Наша миссия – создать уникальную среду, где каждый ученик сможет по-настоящему раскрыть свой потенциал, найти свое призвание в мире искусства и уверенно осваивать передовые технологии, подчеркивает Литифа Мержоева, директор учебного заведения. Что ждет вас в школе креативных индустрий? Это уникальная образовательная платформа, специально разработана для детей и подростков с 6 по 11 классы, жаждущих развиваться в самых востребованных направлениях – фотография, кино, дизайн, графика, музыкальное творчество, виртуальная реальность и многое другое, что формирует индустрию будущего. Программа обучения школы – это не просто уроки, а увлекательные погружения, направленные на развитие уникальных способностей каждого учащегося и открытие совершенно новых горизонтов возможностей. Учебное заведение предлагает 120 бюджетных мест, так что действуйте. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Встретимся вновь на Национальном.